Итак, тема сегодняшнего урока – радиоволны. Эй, Акылбек, ты домашнее задание сделал? Сейчас в доске вызывать будут. Нет, не сделал. Вчера учил про эти волны. Ничего не понял. Это прямо очень сложная тема. Я тут. Привет, Билимбек. Ты чего такой грустный? К уроку не готов. Сейчас 2 получу. А чего не приготовился-то? Так я готовился. Весь вечер читал учебник. Ничего не понял. А тема какая? Радиоволны. Это же очень просто. Ты сам во всем разберешься. Ой, кто это? Это Джеймс Максвелл. Именно он впервые рассказал о радиоволнах в своих трудах в 1868 году. Ого, как давно это было? Точно. А чуть позже, в 1887 году, другой ученый Генрих Перц получил в своей лаборатории первые радиоволны. Подумаешь, получил. Эти радиоволны даже не видно. Радиоволны видят только специальные приборы, но схематически их можно изобразить так. Радиоволны тем и хороши, что в отличие от света и звука могут проникать через любые препятствия. Их можно улавливать даже под водой на подводной лодке. Но как работает радиосвязь? Никак не пойму. Прыгай за мной. Видишь, это передатчик. Ага, и что дальше? Здесь формируются колебания. На них накладывается сигнал, который нужно передать. Например, звук или изображение. А это что? Это приемник. Через антенну сигнал попадает в радиоприемник. Тут с помощью фильтров сигнал расшифровывается и получается звук или изображение. Здорово! Прям как телевизор или телефон. Все верно. По этому принципу работает и сотовая связь. Твой телефон — это и приемник, и передатчик. Когда ты говоришь, ты передаешь сигнал, а когда слушаешь, принимаешь его. Мой телефон связывается с другим телефоном. Точно, только через базовые станции, которые распознают и усиливают сигналы от всех телефонов. Сегодня радиоволны используются повсюду. Радио, телевидение, управление самолетами и кораблями, микроволновые печки, радиоуправляемые игрушки, сигнализация, Wi-Fi. И все это радиоволны? Конечно! Как все просто! Чего? Ничего, кажется, я понял тему. Спасибо, Билимбек. Да, пожалуйста, обращайся! Итак, кто хочет рассказать про радиоволны? Можно я?